Салам алейкум. Я благодарю тебя за время, которое ты мне и нашим подписчикам уделяешь. Ва алейкум ассалам, ва рахматуллах. Всего доброго. Всем людям доброй воли. Я хотела бы немного коснуться твоей биографии. Я узнала один очень интересный факт, но тебе свойственно такое качество, которое свойственно не всем, но некоторым кавказцам. Я брала интервью у историка Абхаза, и он рассказывал, он очень эрудированный человек, и он рассказывал о каждом народе, мы делали блоги. И я долго не могла его уговорить рассказать об абхазцах. Он стеснялся, говорит, подумать, что я сам себя хвалю. И ты сказал мне такую же фразу, ты сказал, я стесняюсь, а хотела бы, чтобы ты об этом рассказал. Я случайно совершенно узнала, что ты рос рядом, находился со старейшинами, с одними из самых умных людей в Чечне. Мог бы ты рассказать вот этот момент? Вы, журналисты, докапываетесь и выявляете даже забытые пласты, я бы сказал. Но это не забыть, этот вопрос невозможно, конечно. Я этим живу с детства, можно сказать, за исключением юного времени. У нас говорят, например, вот он записался в молодые люди. Говорят, когда из юности переходит человек в молодость, скажем, или как сказать, то есть из детства переход в юность. Вот это время нужно оберегать молодежь. К примеру, да, в нашем доме зимой, летом напротив нашего дома, прямо у нас на улице, улица у нас общая своя, не такая общая. Наши родственники живут по всей этой улице. На свадьбу или на похороны они открывают все свои ворота. То есть и горе, и радость у них общие. Это означает, и в любой дом может заходить любой. К примеру, на свадьбу там у всех почти народов приглашаются. У нас этого нет. Приглашены все. Открыты двери для всех. Также, естественно, и на горе. Приглашается, например, исключительно старейшина или уважаемый человек, или ученый, или мулла алим. Вот им дается особенное приглашение в знак уважения, потому что они еще заняты, у них времени не бывает. А так открыто это для всех. То есть, таким образом, жизнь общественная и у нас в роду были старейшины. Пусть меня не посчитают нескромным или уважаемые люди. Они есть не у всех, но у большинства. И к ним приезжали такие же старейшины из других родов, селений, и наших приглашали к себе, естественно. Это было в советское время. Но официальная была советская власть, неофициальная была чеченская власть. В то время, когда я был маленьким, юным, до 80-х годов, можно сказать. Даже я позже подумал, и с приходом чеченской независимости вот эта связь сохранилась. Та связь, которая сохраняла чеченское правление вот этими старцами, нелегально. Они решали вопросы страны, вопросы родов, вопросы примирения, выносили судебные решения. И я это все слышал, и в детстве я слышал о чеченских краях, областях, скажем, сегодня, да, как Шатой, Тиаркиз, там, даже Ингушетия, Аух,
сегодня в Дагестане, оттуда приезжали и решали вопросы из этих регионов. Вот эти старцы. И вот когда они собирались зимой у нас, я обязан был стоять у двери. Это тогда было около 7-8 вот от этих годов. Я должен был стоять у двери, на плече полотенце, и рядом стоит кунган с тазиком. И я наблюдаю за ними, кому нужно руки помыть или сделать омовение. Или у кого чай закончился, кому нужна еда, внимание. Я, в общем, стоял и это передавал матери. Вот кому нужно это, руки мыть я сам позволял. Подходил с тазиком, с кунганом, он мыл, я клал и давал полотенце. А насчет чая и еды я передавал матери. Мать готовила, и другой старше меня передавал сюда, и мы вот так вот обслуга шла у нас. Я как обслуживающий. И заодно, естественно, слушал. Руки за спину. Обязан был стоять, руки за спину, у двери. Сесть ни в коем случае. И вот так проходили эти встречи у старцев. И, естественно, я их слушал. Есть у нас пословица, то, что взято в детстве, это написано на камне. То, что взято во взрослое время, это написано на песке. Слушая их, наверное, я получил от них вот это влияние. Это повлияло и на мою жизнь, вне всякого сомнения. До 15-16 лет я вот так вот рос. А потом записался в юнцы, как говорится. Ушел от всего. Там, в 16 лет я закончил школу. 2 года было до армии. И вот это время, вот такое, только я закончил ДСАФ автошколу. И после ушел в армию. Армия, и вот так вот время учебы прошло. Я вообще, когда приехал домой, я жил этим. То, что я слышал от этого совета старейшин. И когда приехал домой, я увидел большую разницу. То есть мы теряем язык, теряем традиции с этим языком вместе. Идет русификация, а я был уже начитан. К этому времени мне уже было 27 лет. И вот я тогда взялся, все отбросил, все желания у меня ушли. Я взялся за это, сохранить язык, как бы народные традиции через этот язык. И вот это, из этого у меня сложилась дальнейшая жизнь по сей день. Абу Бакр, какими ты помнишь их, этих почтенных старцев? И это очень приятный такой вопрос. Это реликвийный вопрос для меня. Я до сих пор живу, представляя их. Они были по сравнению с нашим временем очень необычайными людьми. У всех была улыбка всегда на лице. Грубости не видел никогда. Особо мне уделяли внимание почти все. Очень были добрыми. У них была такая общая стража. В них чувствовалась стража. Все сохраняли вот это вот как внутри, вокруг они сидят, и вот внутри то, что они сохраняют, это народный фундамент. Вот к этому относились они очень бережно, и все разговоры были у них все вокруг этого. И все они были единогласны стражи этого. Не было у них никаких споров. Единственные были, я бы не сказал даже, это споры, обсуждения были, когда разбирали вопрос кровной мести или заселение кого куда-то, или принятие кого-то из других, например. Вот эти вопросы они обсуждали, но не было никогда споров или грубости. Очень были деликатными, вежливыми.
Я их называю аулияи. Они жили жизнью аулия. Это что? Это приближенные люди к Богу, к Аллаху. Вот я их называю, этих людей, вот такими. Их лица были такими, их взгляды были такими, их слова были такими. Я их называю последних истинных чеченцев. Может, я не прав в этом. У меня слов для них не будет, наверное, чтобы выразить свое чувство к этим благородным, уважаемым, добрым старцам. Очень мудрость, о мудрости я и вообще не сказал ничего. Сверх того, были они очень мудрыми. Как сложилась их судьба? Слава Богу, они ушли спокойно своей смертью. Это было, я называю это время, когда это было время после возвращения с высылки. Вот эти 32 года. Единственные спокойные 30 лет, 32 года, которые мы жили мирно за 460 лет. Вот эти 30 лет. Они нас подготовили, связали с корнями прошлого, и мы на это восстановили свою государственность в 91 году. Бывали ли в твоей памяти воспоминания, что, казалось бы, ситуацию практически невозможно никак решить? Вот какая-то ситуация возникала, а они своей мудростью умели разрешить ее наилучшим образом, то есть умели договориться. Я не помню и не слышал такого, чтобы остался вопрос неразрешенным. О таких говорили в старину, умевшие примирить огонь и воду. Твои родители попали под депортацию, как и твой народ. Да, это самая трагическая история нашего народа. Многие со мной не согласятся, но я по сравнению с этой высылкой, эти две войны далеко не сравнятся. Хотя мы знаем, что мы понесли, через чего мы прошли за эти две войны. Но по сравнению с высылкой, это я не могу сравнить. Потому что нас отрезали от Родины, от могилы предков, от связи преемственности. Мы потеряли, если разделить на 3 части, мы потеряли 2 части народа. Просто занижают всегда, неправда это. Мы остались из 3 частей, 1 часть только выжила. И нет у нас могил этих людей. Мы потеряли помимо людей, тоже очень важно, семена. Семена, отобранные за тысячелетия. Семена лошадей, коров, скотины. Семена всего, например. Потеряли, бабушка оберегала, выбирала, тысячелетия выбирала лучшие из лучших. Вот эти семена, вот эту связь мы потеряли. Потеряли мы свою национальную одежду. Потому что то, что когда люди в основном были в бешметах, в черкесках, то, что выехали, это износилось, а не было своего, и пришлось одевать вот чужую одежду, скажем так. То есть много чего, это обо всем не скажешь, но это величайшая трагедия. И в этом, например, у моей матери была одна сестра, отец был на войне, на фронте. Эта сестра погибла, отец раненым приехал в Сибирь с фронта, без ноги. И он там умер. Со стороны отца умерли
один брат моего отца был на фронте, имел орден Красная Звезда, по-моему, была после, вот, в общем, героем был, офицером. Он ушел на эту войну в тайне от моего деда. Дед бы его не пустил бы на эту чужую войну. Он в тайне ушел. Он закончил вот это ВСУ, первое советское училище. И там, видимо, промыли ему мозги. Он был грамотным. Ушел на войну в 1939-м, в тайне. И, в общем, тоже в 1942 году отец получил фотографию, до сих пор она есть у нас. Вот у него на петлицах 3 вот эти вот кирпичика, не знаю, что это значит. Был танкистом, офицером какого-то корпуса, командовал, говоря. Корпус или бригада, не знаю. В общем, какой-то группой танковой части. Он погиб. Потом брат был, старший брат, мой отец был самый младший. Моему отцу было 8 лет, когда выселяли. Матери было 3 годика. Мать старшего брата, помимо военного, и 2 сестер потерял мой отец. И вы представьте себе 8-летнего пацана. И его, конечно, были дяди по отцу. Они тоже в основном умерли. И вот так вот, не только мой отец был таким, и многие другие. Вот единицы остались, мы выжили из этих единиц. Почему вы выжили, народ в целом? Вот я сейчас объясню, почему я это спрашиваю. Убыхи ушли и не смогли пережить этот момент. А депортация карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, благо, завершилась тем, что они хоть огромной ценой, хоть в маленьком проценте, но смогли вернуться, в отличие от убыхов. Может ли быть основополагающим причина того, что убыхи потеряли надежду по причине того, что, хотя их вынудили, но они сами ушли, а чеченцев, к примеру, насильно депортировали? Или в чем причина, вот, на твой взгляд? Почему вы сумели вернуться домой? Во-первых, это предначертание судьбы, как говорят в современном мире. Это воля нашего Создателя, вне всякого сомнения. А мы в этом мире делаем причины. Причины мы делали, да, выживали. Детям давали. Старшие умирали, себе не кушали, все давали детям. И старшие умирали от голода. Что там было, как нас там встречали, местных жителей в Казахстане, в Сибири, там, в Узбекистане расстреляли вот так вот, по кучкам, чтобы не выжили. Наши, например, закинули 2-метровые снега в Северный Казахстан, в Лениногорск. Самое тяжелое время, февраль. 2-метровые снега просто на поля выкинули. А местным людям сказали, настроили их, у них, это людоеды, сказали, дикари, у них рога растут, чтобы спрятать эти рога, они одевают большие шапки. Заинтересовали этим людей, и когда нас выселяли, толпом шли, набрасывались местные, чтобы снять эту шапку и посмотреть на рога. А снять шапку, это у нас равносильно убийству. И вот так начиналось вот это вот, представляете? Ссора сразу начиналась, неприязнь друг к другу. Выжили, например, Солженицын описывает это в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ». Он отмечает там особо чеченцев. Он говорит, что высланные народы потихоньку вымирали, с потерей надежды. Лишь одни чеченцы, он говорит, были бунтарями и поддерживали тех, кто против советской власти. Они были открыто враждебны. Они не скрывали свою враждебность после того, как их предательски сдернули с родных краев.
они уже не скрывали свою враждебность по отношению к власти, и 30 лет правившая НКВДшная власть не смогла подчинить их своим законам, заставить их исполнять свои законы. Это были не одиночки, не бунтари, а вся нация целиком, он сказал. То есть у нас есть такая поговорка, когда приходит безнадежность, говорят, да пускай это теперь, говорит, синим пламенем горит. И тогда он начинает действовать. Тогда, говорили старики, когда чеченцы доводят до этого состояния, он удивляет не только других и себя. Позже уже, когда начинает взвешивать, что он сделал после этого состояния. То есть довели до этого, да пускай это все горит, весь мир синим пламенем. До этого довели. Это была причина, а выжили мы благодаря Аллаху, альхамдулиллах. Потом у вас был недолгий период затишья, скажем так, перед бурей. И следующее это уже Первая Чеченская война и Вторая Чеченская. Извиняюсь, я очень против, кто говорит, пожалуйста, не говори так. Чеченских войн нету в природе. Это была русско-чеченская или российско-чеченская война. Большая часть, очень большое количество сегодня чеченцев находится в Европе, да и в других странах мира. Мне кажется, это современные махаджиры, вынужденные переселенцы. У нас, у абхазов есть такая пословица: «И кости махаджира по родине плачут». Как вы справляетесь? Очень сильно сказано. Я такого не слышал, очень сильно сказано. Как вы справляетесь? Душа, как она же плачет. Есть, конечно, люди, мухаджиры, переселенцы в Европе, которые довольствуются этой жизнью. Есть и такой процент. Но есть процент большинства, которые живут Родиной, воспоминанием живут. У меня, например, я когда уезжал, я взял кусок земли со своего двора, до сих пор эта земля у меня. Ты знаешь, что абхазы, когда покидали, и адыги, когда покидали родные края, они брали с собой землю. Это ДНК, наверное, заложено. Да, и наши в Сибирь тоже брали, когда выселяли. Почти все брали. Я, зная это, взял это. У меня до сих пор она со мной. То есть каждый день я жду новость, что завтра откроются ворота, и мы поедем домой. В Сибири наши отцы, когда встречались, матери, бабушки, первый вопрос задавая друг друга: слышно ли что-нибудь, что мы возвращаемся домой? После приветствия первый вопрос задавали все: слышно ли что-нибудь от этого, что мы вернемся домой? И так живут и мы, потомки их. Вот здесь Европа большинством. Я, например, говорю, я живу в большой красивой тюрьме, я говорю. То есть для меня это тюрьма. Хотя власти нас приняли, погладили по голове, когда нас дома убивали, уничтожали, обзывали еще плюс. С улыбкой приняли нас. Мы это никогда не забудем. Приютили нас, дали нам дома такие же, каких они сами живут. И детей наших приняли к себе в свои школы. С этим эту благодарность невозможно отблагодарить словами. Вот так вот. Европейцы, люди, они... Есть у них чувство человечности. Нету той грубости, что есть у русских, скажем прямо так. Отделиться русские не дают. Когда приезжаешь в их города, говорят: понаехали. Какая несправедливость. Тут никто никого не приглашал, никого не удерживал силой. Приехали мы сюда на их головы. Никто нам не сказал, что зачем вы приехали или понаехали.
зная, что ты приезжий, улыбаются тебе. Когда мы изучаем язык местный, например, во всех школах нам говорят, не забывайте свой язык. Учителя говорят. Правда? Да, везде, в Австрии, не только в Австрии, во всей Европе учителя говорят, не забывайте свой язык. То же самое наши отцы говорили, которых мы приняли, тоже азулянтов. Говорили им, не забывай, кто ты, не забывай свой язык. Чем грозит для народа потеря родного языка? Потеря родного языка, это, я думаю, понятно всем. Это потеря всего и вся. Потерял язык, народ нету его. Язык – это душа народа. Язык оберегает народ, сохраняет народ. Это его лицо. Все заложено в языке. Все, что имеет народ, заложен в языке, сохраняет язык. Традиции, веры, культуру, искусство. Все сохраняет язык. Без языка нет ничего. Язык ослабляет, и народ ослабляется. Язык возвышается, народ возвышается. У нас, вот, допустим, в абхазском языке есть шифры. Он отличается от русского языка тем, что, допустим, слово «друг». Ну, в русском языке «друг» – это друг. Никак ты его не разбиваешь. А у нас, разбив его, это получается два слога: «подобный тебе», «похожий на тебя». В чеченском языке также имеют глубокие шифры языки, ну, слова. Шифра, вот абхазская, она очень красивая. Друг, это, как бы сказать, может, и в русском языке в настоящей дружбе заложено братство. Это им виднее. Мы не будем это отрицать. У них тоже есть хорошие, достойные люди. И эти хорошие, достойные люди русских загнаны в угол. Я всегда говорю, как мы, чеченцы, хорошие, благородные русские загнаны за красные флажки, как волков нас отстреливают. Почему ты так говоришь? Вот так же загнаны за красные флажки и сами благородные, хорошие русские. Их голоса нет, не слышен он. Благодаря интернету кое-кого мы узнаем. И вот хочешь сказать, они заложники в то же... Естественно, заложники они сами. И вот эти 80%, смело могу сказать, больные имперским шовинизмом. Всех ненавидят, высокомерие, вот это вот у них заложено в них, это имперская пропаганда, они заражены. А вот нормальные люди среди них, они подавляются, как и мы сами, кавказцы. Они в изгнании или обзывают их агентами Запада, влияния, там, чего только на них не навешивают, как и на нас, бандитов, там, террористов. Фишка такая у империи. А друг Абхазы, это ты сказала очень красиво, это выразила, подобно себе. У нас, например, отношение доттар у нас друг, отношение к нему выше, чем к родному брату. Тоже своеобразная такая близость, как ты выразил в Абхазии, близость. Доттар, говорят, у нас дар Божий. Вот. Божий подарок, говорят. Не каждому достается друг. Доттар. Доттар – дар Божий. Доттару другу ты скажешь то, что не скажешь брату. Брат или старший, или младший. А у чеченцев это очень разделено. Старшим братом он не ровесник, и с младшим он не ровесник. Ровесник он только с ровесниками. Не из своей семьи. В своей семье ровесников нету у нас, например, да? Потому что грани строго разделены. Старший, младший. Я вот хотела тебе следующий вопрос. Это все цитаты с твоей страницы. У тебя написано: «Небо красит солнце, ночь красит звезды, человека красит нравственность». Почему такое значение дают кавказцы именно нравственным законам? И я хочу заметить, испокон веков угорцев, даже еще в те времена, когда были антинравственные проявления в своей основе, к примеру, в Древнем Риме, или же возьмем, допустим, какой-то другой период, более поздний, середина XIX века, империи, когда еще была работорговля, крепостное право,
у наших народов была свобода. Даже когда вот происходила вот эта русско-кавказская война, многие историки писали, это последняя война рыцарей на земле. Почему у нас уже были заложены вот эти каноны, а многим представителям пришлось сделать какой-то определенный этап, чтобы прийти к этому? Вот это пословица, я перевел нашу пословицу на русский язык. Землю красит солнце, небо красит звезды, человечество нравственность. Я когда эту пословицу перевел одному профессору в России, он восхищался и записал ее и сказал очень восхитительные слова. Мне неудобно об этом говорить, про мой народ он сказал. Кто придумал такую пословицу, то есть то-то, то-то. И все равно ты не можешь проговорить, что он сказал. Понимаешь, у чеченцев есть одна такая, как бы выразить, даже не знаю слово. Я, в общем, очень тяжело говорю на русском языке, давно я его забросил. И вот пришлось мне 2 года назад открыть русский язык для себя, например. 30 лет не говорить. В общем, есть такое у нас, когда мы, чеченцы, говорим о своей правде, естественно, что известно всему нашему обществу. Другим кажется, что мы это выдумываем, что это сказка, что мы восхваляем себя. Кажется это другим. Я много это встречал. Поэтому вот эта скромность внутренняя не позволяет нам всегда говорить о наших естественных вещах, потому что другие не верят. А мне старцы говорили: сынок, не говори правду, знающую тобой и Богом. Не говори о ней, если другие люди не готовы к этому, не поверят, если этому. Они посчитают тебя лжецом, а святую осквернят, о котором ты говоришь. Вот многие представители других народов, когда мы говорим естественные вещи, говорят: о, сказки, это невозможно. Невозможно для его восприятия. А для нас это естественные вещи. И поэтому говорить, пусть за тебя говорят, другие говорят у нас. Поэтому я могу со стороны сказать о своем народе, о внутреннем мире, о каких-то штрихах своего народа. Я и говорю об этом. Я об этом обязан, я считаю, могу говорить. Но говорить конкретно о личности, например, или о себе, там, о брате, друге, пусть другие говорят. Хорошо, но тогда ты все равно ответь на мой вопрос. Почему, ладно, многие представители горских народов Кавказа сохранили эту нравственность. И еще один вопрос я хотела бы добавить. И какова степень ответственности у них в первую очередь, когда они в современных реалиях, некоторые из них, ее теряют? В больше ли она уже, раз их предки обладали этой степенью, какая ответственность на них ложится при потере сегодня? Ведь не все кавказцы, не все абхазы, не все чеченцы и многие представители других народов ведут себя правильно. Вот могут вот это прокомментировать? Сказать о нравственности, конечно, нравственность занимает очень высокое место в нашей религии. Наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто имеет нравственность достойную, вот так он показал, 2 пальцами, будет вот так рядом со мной в раю. Представь себе. Нравственность, он сказал, алейхиссалату вассалам, выше дополнительных молитв и чтения Корана ночью. Почему? Потому что это уважение к человеку. Это почитание его, как Божьего создания. Первая нравственность, обязанность быть в почитании своим родителям. Поэтому у мусульман родители на высшем уровне и сегодня почитаются. Мы получили нравственность свою издревле, не только от нашего последнего пророка, а от других пророков. Мы древний народ кавказцы. В Европе называют кавказионами, в Америке называют расу кавказионской, белую расу. Они здесь это признают,
что первый источник человеческой расы вышел из Кавказа. Мы духовный центр этого мира, Кавказ. Лишь Российская империя это назвала европеоидной, чтобы крыть то, что они делают, творят на Кавказе, чтобы не признать их, кого они убивают, кавказцев, они заменили это слово европеоидной. Только в России. Русские приезжают в Америку, говорят, я только приехал в Америку, узнал на таможне, что я кавказец. То есть нравственность – это наша корона кавказцев. Это наше уважение, наша любовь, наше почитание, наше гостеприимство – все исходит из нравственности. Наша наивность, наша простота, открытой души – все это исходит из этого, из нравственности. Возьми кавказские народы, несмотря ни на религии, у них обычаи, традиции, понимание мира общие. То есть до христианства, до ислама, скажем как, до пророка Мухаммада, потому что ислам считает всех пророков исламом. До Иисуса Христа, алейхиссалам, до нашего пророка, алейхиссалам, предыдущие пророки тоже несли эту нравственность. Мы были связаны с ними. Оттуда мы собрали все это, оттуда все идет. Вначале мы были единым народом, потом разделились на народы. Но характер, нравственность у нас остался. И вот это есть наш общий фундамент, на чем зиждется кавказство, признано миром кавказской расой. Абу Бакр, что ты говоришь? Вот сейчас мы сделали один выпуск с историком, он академическим языком, но рассказывает, вот все, что ты говоришь, только основываясь на научных доказательствах, которые подтверждают иностранцы по всему миру, всех национальностей, там из Америки, из Европы, из России. И вот мы собрали один выпуск, вот, и кому будет интересно, мы бы хотели, конечно, чтобы вы посмотрели. Это к тому, что я хотела подтвердить, есть научное подтверждение твоим словам. Но теперь скажи мне, пожалуйста, что несет для кавказца потеря вот этой нравственности, вот этой степень ответственности перед Всевышним? У них была возможность учиться через пророков, и сегодня кем они будут, если они вот это все потеряют? В предыдущем вопросе остался ответ, у меня без ответа остался, и вот здесь как раз дополняется. Да, не все соблюдают, многие из нас смельчали, из нас, кавказцев самих. Но это не влияние самой жизни кавказцев, это влияние иностранное, это влияние имперское, это влияние усиленной программы на ассимиляцию кавказцев. Все идет оттуда. Когда мы правили сами собой, этих элементов у нас было очень мало. То есть люди боялись осуждения общества. У нас это было очень сильно на Кавказе. Осуждение общества. То есть падшего человека лишь осуждают. Этого боялись, потому что он позорил свою семью, свой род. А у нас это очень ответственно. Сегодня вот эти вот негативные качества, которые проявляются у нас, кавказцев, это вне всякого сомнения из-за ассимиляции имперской программы. Потеряем мы нравственность, мы потеряем себя. Так же, как язык. Язык, а все заложено в языке. Надо сохранить языки. На Кавказе катастрофа. Сегодня наши языки на грани исчезновения. Катастрофа. И это болезнь, опять имперское влияние, имперская ассимиляция.
Школы, детсады, прямо все на русском языке. Свой язык запрещен. Для названия оставлены пару часов в неделю для родного языка. Для названия, для штриха перед мировым сообществом сказать, но у них тоже изучаются языки. Чтобы сказать мировому сообществу, лишь сохраняются вот эти пару в неделю в школах. А так полная программа, все на русском языке, на чуждом нам языке. И стирается свое, естественно. Сегодня многие половины говорят на русском языке. Поэтому я призываю всех кавказцев и прошу, и все время на чеченском я об этом говорю. Берите за свой язык, сохраняйте свой язык, изучайте свои языки, сохраняйте слова, избавляйтесь от чужих слов, употребляемых в наших языках. Работайте над собой. Сегодня сказал ты пятница, завтра не говори, скажи на своем языке. Сегодня сказал ты 7 число, не говори завтра, а скажи на своем языке. Учи этому детей. Дети учатся, смотря на нас. То, что мы знаем в уме, дети не слышат, а мы говорим на русском. Дети не знают то, что мы знаем в уме, если мы эти слова не употребляем. Поэтому я призываю и прошу не употреблять чужие слова, а сохранить свой язык. В языке наша душа, наша культура, наши традиции, наши обычаи, наши законы, наша нравственность, наша жизнь, наша религия. Все в языке. Теряем язык и теряем по частям вот эти вот святыни. И поэтому, теряя эти святыни в душах, мы становимся манкуртами. От нас поэтому выходят вот такие безнравственные, позорящие нас элементы. Все чаще и чаще, чем больше мы живем вот так, тем больше это будет продолжаться и расти. Вот какая боязнь. Почему? Потому что 50, 100 лет, 60 лет назад мы были сильны, потому что были живы старцы, которые сохраняли свои традиции, свои языки, которые были защищены от иностранного влияния. При них не было той опасности. Сегодня мы наполовину ассимилированные, огромная опасность нависла, мы перед пропастью. Нависла опасность на нас в утере языка. Даже ООН, ЮНЕСКО об этом кричит аж 14 лет назад. Это касается всех народов Кавказа, за исключением союзных республик, бывших Союза. Автономии не имели права говорить на своем языке, и школы, и институты не имели. А союзные республики имели государственный статус. У них были институты, не только школы, на своих родных языках. Поэтому Азербайджан, Армения, Грузия, у них этой проблемы нету. А есть у нас автономии. Потому что у нас в школах были везде русский был. И сегодня мы находимся у опасной черты. Поэтому у меня призыв ко всем. Беритесь зубами, задними зубами, не передними, как сказал пророк, они слабые, а коренными зубами держитесь, он сказал. Вот этим методом я призываю взяться за свои языки, за свои традиции, за свою молодежь. Если мы не сохраним языки, мы не сохраним народ, нацию и молодежь. Они будут у нас половинчатыми, как сегодня, мы говорим на языках, а послезавтра потомки потомков забудут и то, что они знают сегодня, мы. Все, через пару поколений они будут говорить, да, мои отцы говорили на абхазском. Я абхазец, но я не знаю язык. Мои отцы говорили на чеченском, но я не знаю чеченский язык. Вот так будут говорить. Или дагестанский, или другие народы, касаемо всех, я имею в виду. Вот такая есть огромная, небывалая опасность над нами нависла. Нависла усиленная ассимиляция имперской программой. Я благодарю тебя. Тогда, если ты позволишь, мы на этом этапе закончим передачу. Хорошо, конечно.
И тебе спасибо, я тебя благодарю за вопросы, за беспокойство нашего общего дела. Можно последний вопрос на сегодня? Говорят, я не раз это слышу, что скрывать, просто я не акцентирую в передачах на этом, что есть сильная разрозненность между кавказцами. Я неоднократно слышала, что если вы просто даже представить, что у кавказцев есть такая возможность остаться наедине с самими собой, Кавказ как единое целое, без присутствия извне, то они бы в тот же миг устроили бы сражение друг с другом, и никого не осталось бы. Ты мог бы прокомментировать это? Очень хорошо. Я знаю, откуда это исходит. Это исходит от завоевателя Кавказа. Это имперский ярлык. Чтобы мы думали, что без дяди мы жить не сможем. Это все оттуда нам внушается. Ничего себе. Империя появилась всего 4 века назад, а мы живем тысячелетиями, имея свою расу мировую, имея свою культуру. Когда, если так говорить, вот эта империя ходила в лохмотьях, мы жили в каменных замках и башнях, носили позолоченные пояса и оружие. Кто тут говорит? Мы древний народ, кавказцы, с высокой культурой, с высокими традициями. Из Кавказа ушли, образовали Европу, ушли. Это кавказские наследники. Также они ушли в Америку. Что тут говорить? У Кавказа есть 3 главных фактора, я всегда об этом говорю. То, чего нет у другого мира. Это природная защита морями, полуостров, омытый этими морями земля. Это раз. Второе, природное богатство. На Кавказе есть все природные богатства. И самые лучшие, притом. И третье, наше духовенство, наша духовность, наши традиции, человечность. Эти 3 фактора сегодня почти потеряли. По частям имеют эти факторы, а мы имеем все 3. И самый высокий мы имеем духовность. Несравненно высокий уровень духовности, степень духовности. Поэтому Кавказ, если нам не дают объединиться, если объединился бы Кавказ, как было, мы были бы, конечно, несравненно самым сильным государством мира. А вот сделать бы Кавказскую конфедерацию, не федерацию, а конфедерацию. Надо отметить, что значит федерация и конфедерация. Федерация – это народы, как бы договорившиеся, живут под правлением другого, как сегодня Россия. Но по договору. В России нет федерации, это название. Всегда оставалась, есть империя. А конфедерация – это объединение свободных государств. Евросоюз – это и есть конфедерация. Вот к этому надо было нам стремиться. Мы-то стремимся, но нам не позволяют, но мы должны подготовиться. Мы должны быть готовы к этому. Надеемся на это. Мне часто говорят, что мы, кавказцы, мечтатели, что это невозможно, что мы в любом случае попадем под молот какой-либо империи, если не одной. Это все оттуда идет. Это все нам никакой покровитель не нужен. И никакой донор нам не нужен. У нас есть все свое. И мы самодостаточны. Альхамдулиллах. Альхамдулиллах. Дарат Зайтабуб, я благодарю тебя. Спасибо. Тебе благодарность, спасибо. Всего доброго. Всем людям доброй воли.